Жителям одного из домов в Якутске приходится платить по 8 тысяч каждый месяц за коммунальные и жилищные услуги. И это несмотря на то, что живут они в аварийном доме, где нет ни газа, ни благоустройства. Более того, дом в плачевном состоянии, и люди каждый день живут в страхе оказаться под завалами. А с наступлением зимы появилась другая проблема. В квартирах очень холодно. Репортаж Саргаланы Захаровой. Почему так? Вопрос волнует жителей улицы Шавкунова в Якутске не один год. По 6, а то и 8 тысяч рублей в месяц они платят за коммунальные и жилищные услуги. Аварийный дом, построенный в середине прошлого столетия, разоряет людей. В здании нет ни газа, ни ванны, ни туалета. Все на ведрах. У меня пенсия всего-навсего 12 тысяч. И представьте себе, я 8 тысяч с хвостиком плачу, у меня остается 3 с чем-то. Ужас! Анна Варламова с трудом сдерживает эмоции. Семья еле сводит концы с концами. Спасает небольшая пенсия мужа. Живут скромно, впрочем, как и все жильцы деревянной двухэтажки. О покупке новых квартир не мечтают, не потянут. В такой же ситуации инвалид первой группы Анастасия Винокурова. В доме холодно, приходится ходить в куртке и унтах. Очень стало холодно. Жить уже невозможно. Опять, и видите, я одеваюсь в доме таким видом. Еще телевидение пришло, я все сняла. Счета на огромные суммы, несопоставимые с условиями проживания, приходят и к ней. Пенсии не хватает, помогают родственники. Откуда берутся такие платежи, жильцы не могут понять. А туалет вообще всю жизнь не убирали. Мой муж и сосед сверху Александр. Мы субботник делаем, весной и осенью вокруг нашего дома. Непроживание в доме не причина для освобождения от выплат, считают поставщики услуг в ситуации Марилены Степановой. Квитанции с 4-значными числами приходят каждый месяц. При этом женщина не живет в доме уже год. Получается, что мы платим ни за что. И причем довольно-таки приличная сумма, где-то около 6 тысяч выходит. Тут и жидкие бытовые отходы, и твердые бытовые отходы, и санитарные узы. Я понимаю, что собственник действительно должен содержать свое жилье, но не платить за то, что он там не живет и не мусорит и так далее. Сравним две квитанции на двухкомнатную квартиру в благоустроенной новостройке и наших героев. В первом случае всего 1500 рублей за жилищные услуги, в том числе уборка двора и вывоз мусора, плюс плата за ремонт коллективных счетчиков, а также обслуживание внутридомового газового оборудования. А теперь возьмем расчет для жильцов аварийного дома. У них вышло почти в 2 раза больше – 2890 рублей. При том, что 2 пункта для оплаты у них отсутствуют. Идем дальше. За коммунальные услуги жители благоустроенной двушки заплатили 3905 рублей. Это электричество, горячая и холодная вода, отопление, общедомовая электроэнергия. А у аварийного дома, несмотря на отсутствие водоснабжения, вышло аж 4500. Только за отопление жителю деревяшки приходится выложить сумму, как за все услуги в благоустроенном доме. В управляющей компании «Юнион», которая обслуживает дом, объяснили, дом старый, а значит и затрат на него больше. Такое состояние дома требует больше работ и услуг для его содержания. Скорее всего, в таких домах не установлены теплосчетчики, позволяют сэкономить. Коммунальщики же по нормативам их не интересует, аварийный дом, не аварийный, они же поставляют свои услуги в том же объеме, в который поставляют во все дома. Поэтому у них цены одинаковые везде. Но с другой стороны, негодование жильцов понять можно. Условий нет, а платить приходится. Остается надеяться только на программу переселения. Указанный дом также включен в реестр, предоставленный в адрес Министерства строительства для учета при формировании второго этапа федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Конкретные сроки расселения и сноса домов будут известны только после утверждения программы. Программа длится 6 лет. В какой именно этап попадут жильцы, пока сказать сложно. Главное, чтобы дом выдержал, а то и расселять будет уже некого. Саргалана Захарова, Семен Семенов, Якутск.